Спасибо, преподаватель, как всегда, рядом, лишь бы выручил. Железо взаимодействует с пользователем. Для этого нам нужно знать, что? В яблоке есть электричество. Блины с комками любишь? И я тоже не люблю. Мы сегодня попробовали сделать вот такие вот игрушки, тоже из гипса. Всем привет! На связи Центр творческого развития «Октябрьский», и мы его ведущие Вика и Вова. Мы рады приветствовать вас на ежегодном классном часе для старшеклассников. И сегодня он посвящен проекту «Открытые мастерские». Вова, а ты уже решил, кем хочешь стать в будущем? Пока не знаю, но совсем недавно мои друзья мне рассказывали об одном проекте. Представляешь, можно на практике себя попробовать в реальных профессиях. Ого, а какие это профессии? Ну, например, столяр, парикмахер, визажист и даже специалист по информационной безопасности. И еще много других направлений. Интересно. И все это можно сделать своими руками? Да, конечно. Давай узнаем об этом проекте подробнее. С удовольствием. Проект «Открытые мастерские» — это проект, состоящий из серии практических мероприятий, которые проходят в виде мастер-классов и профессиональных проб, в рамках которых школьники 8-9 класса приходят на площадки средних профессиональных образовательных организаций, в новые мастерские и проходят профессиональные пробы. В первую очередь проект «Открытые мастерские» предназначен для создания условий для осознанного выбора школьниками своей будущей профессии. Мне уже не терпится увидеть, как проходят эти профессиональные пробы. И мне. Давай вместе отправимся в колледжи и техникумы города Ижевска. И вместе увидим все своими глазами. Отлично, тогда поехали! Мы находимся в лаборатории экономики технологического колледжа, в лаборатории парикмахерского искусства. На данный момент проходят профпробы, школьники пробуют почувствовать себя в новой профессии, овладеть новыми навыками. А для девчонок это очень интересно. Профессия парикмахера очень популярна. Сейчас мы выпускаем технологов парикмахерского искусства. Они обучаются у нас 4 года, они умеют не только стричь и красить, они полностью создают имидж от и до. Сегодня проходит мастер-класс для юных школьниц, и мы для них рассказываем о моей любимой профессии – визажист. Выбрала я данную профессию, потому что, во-первых, мне нравится свобода самовыражения, прежде всего свобода в творчестве. Нравится то, что здесь нет предела какого-то развития, нет предела совершенства. Всегда есть к чему стремиться, чему учиться. И самое главное достоинство этой профессии – видеть радостные лица клиентов. Мы находимся в мастерской «Цифровой модельер». Здесь у нас будут проходить профпробы для учащихся школ. В течение этой профпробы они попробуют себя в компетенции технологии моды, сделают декорирование конкретно части изделия, это полочки, и почувствуют, подходит ли им эта профессия или нет. То есть что это значит? Вы пришли сюда, так скажем... Со школьниками мы работаем в рамках изучения предпринимательской деятельности и их способности к предпринимательству. Заканчиваем мы нашу мастерскую замечательной игрой, которая называется «Проэкспорт». Дети очень вовлекаются в нее легко и быстро. Благодаря удачной сервисной программе вы получили хорошие отзывы покупателей и новые контракты на сумму 100 миллионов. Плюс 100 миллионов. Период хозяйственной операции с 11 по 11. Так, детки, что мы теперь делаем? Какая операция? Как вы формируете? Вот теперь второе задание, да? Есть ярлычок, кассовая книга, период, дата. К примеру, сейчас я делаю выдачу займа сотрудникам сроком на месяц, на 10 месяцев. Так, выбираю получателя, записываю сумму 300 тысяч. Записываю и получаю чек. Наш человек мой
Приходи ко мне учиться. Мы побывали в экономико-технологическом колледже и познакомились с такими актуальными профессиями, как парикмахер, визажист, технолог моды, бухгалтер и даже предприниматель. Было очень интересно. Ну что, куда отправимся теперь? Узнаем, чем занимается администратор баз данных и специалист по информационной безопасности. Мастерские открыты на базе Ижевского промышленно-экономического колледжа. Важные профессии в век информационных технологий. Думаю, нас ждет много современной техники и устройств. Самое время посетить открытые мастерские. Школьники приходят к нам в колледж для того, чтобы изучить некоторые компетенции, которые очень востребованы в настоящий момент в Удмуртской республике, ну а также по всей России. Востребованность специалистов по администрированию баз данных очень высока. Администратор базы данных разрабатывает объекты информационной базы данных. Он готовит интерфейс для пользователя, чтобы было удобно пользоваться информационной базой данных. Он готовит запросы к базе данных, отчеты, разграничивает права доступа, назначает пароли, роли и определяет четко, как будет функционировать информационная система. Я преподаю дисциплины, связанные с защитой информации у наших студентов, и у нас открылись мастерские для школьников. На пробе реально посмотреть, как развивается данная профессия, чему какие специалисты выполняют задачи. То есть специалист занимается в течение рабочего дня определенными информационными операциями. Школьники успевают за одну пару выполнить несколько операций, посмотреть, как выполняют их специалисты, и оценить свои навыки. Если данных навыков им не хватает, то они могут представить, какие им нужно отработать навыки, какие знания получить, то есть в течение обучения, то есть в школе, в вузе, либо в колледже, и в дальнейшем посмотреть, годны ли они для данной профессии. Вот довольно-таки название «Смешной бубен», он попроще этого устройства, просто его включаем. Тут идут различные сигналы, которые перебивают как раз-таки ваши вот эти вот прослушки. Я зашел на сайт Центра опережающей профподготовки Удмуртской республики и узнал, что пробы проводит строительный техникум. Меня заинтересовала мастерская сантехника и отопления. Хочу научиться новому и помогать родителям в доме и на даче. Ого, это реально круто. И я бы хотела увидеть и попробовать себя в разных профессиях. Мне бы очень хотелось побывать на пробе малярной и декоративной работы. Думаю, будет очень весело. Отлично, у нас есть план. Отправляемся в строительный техникум. Пробы, открытые мастерские, да, они действительно важны. Почему? Потому что каждый ребенок пользуется моментом, что может выполнить какую-то определенную работу в данной мастерской по профессии. Понечку, так. Он его там не будет, серединку мешай. Вот, вот. Вот он также стремится. Это физика. Физика. Дальше. А еще вот то, что у нас, например, с вами появляются пузырьки воздуха. О чем это может говорить? Какой это еще предмет? Химия. Вот в эти формы рекомендую вам заливать по половинке. Так можно? Можно. Давай, попробуй, конечно. Ты же творец. На данной площадке ребята у нас изготавливают вот столярное изделие, деревянный угольник. Значит, чему они у нас тут учатся? Они в первую очередь получают навыки при разметке шипового соединения, учатся размечать, используют измерительный инструмент и, значит, делают вот такое нужно в работе им в дальнейшем изделие деревянный угольник. Чтобы зачистить пружину, вы можете взять отсюда у нас немного, вот маленечко пошире стамеска, да, и пружину зачистить. Ну, с торца придется все равно выбирать вам узкой стамеской на шее. Сегодняшнее задание, установка и подключение радиатора, позволяет развить
Начальные навыки работы со слесарно-монтажным инструментом позволяют выработать некоторые навыки внимания, арифметики, счета. То есть работа связана с расчетами, работа связана с внимательностью, потому что фитинги имеют разные размеры под разные диаметры труб, а с виду очень легко перепутать по внешним признакам. Чтобы подсоединить 16-ю трубу, нам необходимы какие-то части. Вот у нас, смотрите, у нас идут в комплекте вот такие вот футерки. У нас здесь есть с вами установлена регулирующая термоголовка. Вот так вот она выглядит. У нее делается на резьбе вот такая вот. Открытые мастерские дают возможность школьникам проверить себя, свои способности, подходит им данная профессия или нет. Кстати, мы еще не успели посетить Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж. Нас ждут много новых компетенций и новых впечатлений. Вперед! Навстречу приключениям! Осталось чуть. Держимся за доску. Вот она показывает. Так, измерение вашего веса. Это литры, да, соответственно, всего 1,5 литра. А здесь 2,8. Ага, слабенько, меня уже закололо все, что можно. Сегодня вашему вниманию я представляю мастерскую «Социальная работа» и хотела бы вас более подробно познакомить с оборудованием, которое находится внутри нашей мастерской. Ну и, конечно же, центральным элементом мастерской является смарт-доска. Это портативный компьютер, подключен к высокоскоростному интернету. С помощью смарт-доски мы можем спокойно изучать законодательство Российской Федерации, пользуясь системами «Гарант». Кроме этого, в практической деятельности мы с помощью конструктора карт Яндекса создаем карты, которые также используются при практической работе с социальными работниками. Что мешает происходит? Видно? Есть электричество. Да, в яблоке есть электричество. А какой бы нам взять такой фрукт, там будет сильнее, вот видно нам разряды и... объясни, пожалуйста, где муравей? Муравей? Так, сейчас мы включим рисование, давай. Мастерская дошкольное воспитание приближено максимально к группе детского сада. И поэтому, когда мы проводим
открытые мастерские для школьников 9 классов. Они попадают в имитированную группу детского сада, играют с данным оборудованием, которое имеется в детском саду, и в дальнейшем при поступлении в наше образовательное учреждение они могут использовать данные навыки работы с оборудованием в современных детских садах. Педагогом не рождаются, педагогом становятся, а мы помогаем нашим будущим молодым специалистам стать хорошими, творческими педагогами, педагогами с большой буквы. Дети, которые приходят к нам сюда на открытые мастерские, знакомятся с тем оборудованием, которое у нас есть, на котором наши студенты проходят первые пробные уроки. И поработав с оборудованием, надев на себя роль учителя, примерив роль учителя, будущие школьники решат, профессия это их или нет. А каковы впечатления ребят после прохождения проб? Давай спросим самих ребят. Мне очень понравилось в данном техникуме. Я понял, типа, то, что я хочу сюда уже поступить, в строительный. Это пригодится в жизни, то, что меня здесь обучили. И мне очень здесь понравилось. Понравились тут кабинеты, потому что они очень современные, молодежные. Нам очень понравилось. Мы занимались сегодня отделкой вот такого вот материала из гипса и делали клей и приклеивали его. Сегодня мы научились устанавливать радиатор на стену, устанавливали к радиатору трубы, трубы подсоединяли с помощью переходников. Мое общее впечатление от пробы очень мне понравилось. Понравилось пробовать что-то новое. Я бы хотела попробовать себя в этой профессии. Вова, я думаю, и нашим одноклассникам нужно обязательно принять участие в проекте «Открытые мастерские». Меня воодушевили пробы. Педагоги и ребята отлично поработали. Полностью с тобой согласен. Это отличный способ проверить себя и свой интерес в разных профессиях. Обязательно попросим нашего классного руководителя записать наш класс. Отличная идея! Думаю, нам стоит рассказать и о том, где и как можно записаться на профессиональные пробы. Для этого есть специальный сайт. И нам всегда могут помочь педагоги и специалисты. Стоит лишь задать вопрос. А главное о проекте «Открытые мастерские» вы сможете найти в нашем кратком резюме. С вами был Центр творческого развития Октябрьских. До новых встреч!